Наш отдел называется служба водоотлива и осушения по осушению карьера. Так как здесь идут обильные осадки, эти обильные осадки выходят вот такой вот картиной. Водой прям в карьер, то есть на рудные тела, на руду, где невозможно потом работать. И эту воду мы вот откачиваем. Насосы используем специально ступенчато, чтобы несколько раз очищалась вода. Чтобы в конечном итоге на выходе, где впадает в основную речку, чтобы совершенно очищенная вода была. Для очистки воды используем специально очистительные материалы. То есть они закидываются в сами очистительные зумфы, в бассейны. Служба экологии каждый день это проверяет. Состав воды, можно ли сбрасывать, либо нельзя. В летний период времени в сутки с карьера выкачивается от 90 до 120 тысяч кубов в сутки. В зимний же период от 6 до 9 тысяч кубов в зимний период. Водозабор, отстойник, куда собирается вода со дна карьера. После этого отстойника идет высотой 120 метров. Там еще один отстойник есть у нас. И в общем, в целом составляет от дна карьера до сброса через хребет это порядка 470 метров вверх. Это все вертикально вверх. Здесь складированы наши трубы, которые мы используем на карьере для осушения самого днища карьера. Каждая труба, допустим, этого диаметра нам обходится одна труба длиной 12 метров $3600. То есть метр где-то 300 с чем-то долларов. На самый пиковый момент это где-то август и сентябрь. В общей сложности у нас длина, протяженность труб суммарно достигала до 30-35 километров. Соответственно, с похолоданием они, конечно, уменьшаются, но с этим у нас работа не уменьшается, так как я говорил, трубы мерзнут, приходится их часто менять. А менять не так-то просто. То есть нам приходится со склонов их спускать, снимать, очищать ото льда, опять сваривать и опять спускать. То есть это очень трудоемкая, тяжелая работа. Этой работой мы занимаемся круглый год. Этой работой нельзя не заниматься, потому что остановится вся работа карьера. Круглый год здесь вода, осадки, которые нужно убирать.